начать следовало бы с увеличения потребления жидкости. Вот что происходит с ребенком в тот момент, когда у него ацетон? У него происходит сгущение крови и наполнение кровяного русла так называемыми токсинами. Когда мы с вами в Рамадан перестаем пить, у нас примерно похожая картина. Кровь сгущается, концентрация токсинов в крови увеличивается, и нам с вами плохо. У кого-то болит голова, у кого-то недомогание, бессилие, подташнивание. Если вы уже за неделю до поста начнете потреблять 1,5-2 литра воды в день, ваша кровь будет более жидкой, из клеток быстрее выведутся токсины, и вам действительно станет намного легче поститься. Замечали ли вы, что если вы ограничите сладкое и мучное в рационе, вам становится плохо, у вас нехватка сил, у многих головная боль, и порция сладкого резко решает всю эту проблему? Ограничьте количество десертов и мучного, хотя бы сократите их в несколько раз, и вы заметите, что входить в пост вам намного легче. Также я рекомендовала бы увеличить количество растительной клетчатки в рационе, есть больше овощей и фруктов. Они не только помогут очистить организм от зашлакованности и токсинов, также они и помогут наладить водный баланс, они обогащены также жидкостью, и вам станет легче. Стоит нам не выпить бодрящую чашечку с утра, и нам весь день плохо. Попробуйте провести кофейный детокс. В те дни, когда вам можно заменить чем-то альтернативным, вам будет легче бороться с кофеинозависимостью, чем в первый день поста, когда ничего нельзя.